Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лины Знатулиной. Вот о чем сегодня в выпуске. В Пестричинском районе 30 деревень остались без автобусов. Кто такси нанимает потом, если очень надо, кто договаривается с местными водителями. В причинах разбирался Рамиль Галиулян. Не сбавлять темпа, находить резервы. Не хочу выглядеть таким добреньким перед вами. Сказать, что у вас все в ажуре. Как прошло первое в этом году заседание районного совета, какие задачи поставили перед аксубаевцами, расскажет Рамиль Шайдулин. Был мастером ночных атак, громил врагов смекалкой и невероятным упорством. Самый первый офицер, командир дивизии, которому в штаб привели плененного фашистского генерала. О прославленном военачальнике, герое Советского Союза Гане Сафиуллине расскажет Вероника Гайнудинова. Сегодня на календаре историческая дата. 80 лет назад советская армия разгромила фашистские войска в Сталинградской битве. Это сражение изменило ход всей Великой Отечественной войны и стало самым кровопролитным в истории. Оно длилось 200 дней и ночей, стало символом настоящего мужества, твердости духа и истинного патриотизма советского народа. К Сталинграду немецкая армия подступила в июле 1942-го. Только по официальным данным в сражении на Волге погибли больше 1 миллиона советских солдат. Татарстан потерял больше 20 тысяч бойцов. 80-летие разгрома фашистских войск под Сталинградом отмечается по всей стране. Указ об этом Владимир Путин подписал еще в июле 2022 года. Этот день в городе-герое Волгограде выходной. Город сегодня на сутки переименован в Сталинград. На празднование 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгоград сегодня прибыл Владимир Путин. Президент страны возложил венок к вечному огню на Мамаевом кургане и почтил память погибших минутой молчания. Затем он возложил цветы к могиле маршала Василия Чуйкова, дважды Героя Советского Союза. Армия под его командованием полгода мужественно защищала Сталинград, отстояв город. Также Владимир Путин выступил на торжественном концерте, посвященном исторической дате. Наш моральный долг прежде всего и перед солдатами-победителями, бережно и во всей своей полноте хранить память об этом подвиге, передавать ее следующим поколениям, не позволять никому принижать, искажать роль Сталинградской битвы в победе над нацизмом. Эта победа стала примером героизма тысяч воинов, стоявших насмерть во имя нашей Родины, написал Рустам Минниханов в своих соцсетях и выложил фотографию защитника Сталинграда из Татарстана Александра Рубеновича Шахназарова. В Сталинград он попал 15-летним подростком в 1942 году. Тогда учился в Астраханском речном техникуме. Немцы вовсю продвигались вглубь страны. Их самолеты то и дело появлялись над Волгой, и каждый рейс через переправу для него и его однополчан был как последний. Воинам-победителям вечная слава, подписал президент республики. В Заинском районе проживает 99-летний защитник Сталинграда Леонид Мочтаков. Он участник битвы под Москвой, сражений на Курской дуге, освобождал города Украины, Румынию, Болгарию, Югославию. Его имя навсегда вписано и в историю республиканской энергетики. Леонид Мочтаков участвовал в строительстве Заинской ГРЭС. Я начал войну под Москвой, под Ржевом. В Красную армию Леонида Мочтакова призвали в 19 лет, в июле 1942-го. Сразу попал в сталинскую добровольческую стрелковую бригаду. Стал командиром пулеметного взвода. В боях под Москвой получил серьезное ранение и оказался в госпитале. После этого, через 2-3 дня, этот участок немцы окружили. Вот. И наш командир дивизии, подполковник Белоконь, был в глубоком расстройстве и застрелился. Через 1,5 месяца он окажется под Сталинградом. Тут каждый метр деревень приходилось брать с ожесточенным боем, вспоминает ветеран. В наступление в основном шли ночью, чтобы авиация противника их не заметила, прятались в снегу. Обстановка была очень сложная, самая тяжелая. Да, Красной армии неимоверное мужество всех сил, безмерные жертвы были отданы ради этой великой победы. Сталинград навсегда останется отсчетом поворота войны.
Это были самые ожесточенные и страшные бои за всю военную службу, вспоминает ветеран. Сталинград был объят пламенем, гибли товарищи и мирные жители. Не всегда хватало оружия, рассказывает Леонид Мочетаков. Промышленная западная часть страны была оккупирована, и все еще шла эвакуация предприятий. А пока они транспортировались, пока на новом месте их строили, возводили, это прошло полгода. И эти полгода как раз оказались вот на 42-й год, на 1942 год, когда кругом не хватало и патронов, и снарядов. Удержать Сталинград удалось благодаря всеобщему единству и сплочению советского народа. Была проведена очень четкая мобилизация. Это первое. Мобилизация всех сил. У нас почти на всех фронтах численный перевес в людях был. Каждое сражение, даже за каждое село, все равно наши воинские части несли жертвы, несли, конечно, безусловно, потери людей. В его военной биографии битва под Москвой, освобождение Молдавии, Румынии, Болгарии и Югославии, форсирование Днепра. За подвиги награжден орденом и медалями за отвагу, за оборону Сталинграда. За боевые заслуги имеет 7 грамот, подписанных Сталиным. 2 февраля, в День Победы в Сталинградской битве, Леонида Мочетакова навещают из Совета ветеранов. Когда мы приходим с участниками боевых действий, и которые воевали на Украине, им есть о чем вспомнить, поговорить, дать какие-то напутствия, потому что та была война жестокая с фашистами, а это еще жестче, потому что тот фашизм и этот фашизм, они имеют одни корни. И вот министр приехал принимать, смотреть. А это уже 1973 год. На кадрах юный Леонид Мочетаков докладывает о ходе работ на Заинской ГРЭС. Он проектировал и участвовал в строительстве электростанции. Прошел путь от инженера до начальника отдела капстроительства. Обеспечивал поставку оборудования. Сейчас ветеран изучает исторические факты, читает книги, посвященные войне. А также всегда пишет стихи. И сбылась счастливая примета. Я вернулся к Волге, в Сталинград. А оттуда я протопал пол Европы, 2 зимы, 2 лета. Взводному положено без почестей наград. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Заинский район. И сегодня татарстанцев поздравил Алексей Песошин. Как отметил премьер-министр, советские воины героически сражались за каждый метр родной земли и одержали полную победу. Он подчеркивает, в этот день каждый из нас отдает дань памяти тем, кто не вернулся из боя, кто храбро сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу. Величайшее уважение ветеранам, чья жизнь является для нас образцом мужества и отваги, говорится в поздравлении. Один из героев Сталинградской битвы – Гани Сафиуллин. Выдающийся военачальник, герой Советского Союза, прошел всю Великую Отечественную войну. Побеждал врага малыми потерями, был мастером ночных атак. Сегодня его память почтили на родине, в Арском районе. Здесь уже нет его родных, но земляки знают и гордятся своим героем. Это родная деревня Гани Сафиуллина, Старый Кишит Арского района. В этом доме до 1920 года и жил прославленный военачальник, герой Советского Союза, генерал-лейтенант. Сегодня в его доме музей-усадьба. Здесь каждый знает о герое и его подвигах. Гани Сафиуллин ушел на фронт в 36 лет. Во главе полка, дивизии, корпуса прошел всю Великую Отечественную, от Подмосковья до Венгрии и Монголии. Смоленское сражение, Курская битва, Харьковская оборонительная операция. Один из главных подвигов Гани Сафиуллин совершил в Сталинградскую битву. Он возглавлял 38-ю стрелковую дивизию. Сафиуллинцы так называли солдат-героя. Первыми разгромили 371-ю пехотную дивизию вермахта и захватили в плен первого немецкого генерала. Привели плененного фашистского генерала Морис фон Дребер, командир 371-й пехотной дивизии, который с июня месяца противостоял Сафиуллину. И вот когда его привели в штаб Сафиуллина, он удивился. Он вначале спросил, а где тут командир дивизии? Тот сказал, а что, вот перед вами сижу я. Это вы такой молодой, а тому Дреберу было уже 70 лет. Да, говорит, вы не по чину берете
Вы такой молодой и так далее, берете такого генерала. Он сказал, ничего страшного, вы, говорит, первый, но не последний. Гани Сафиуллина называют гением ночных атак. Такая тактика позволила ему быстро освобождать города и села. Побед он добивался малыми потерями. Об этом писал и в автобиографии. Прочитать их и увидеть его личные вещи можно в музее. О подвигах героя рассказывают подрастающему поколению. Мы очень гордимся, что из нашего села вышел такой большой военачальник из такой простой крестьянской семьи. Мы храним память нашего героя и хотим передать будущему нашему поколению. Отец Нурзии Зиганшина и Гали Шагиев воевал в полку Гани Сафиуллина. Земляки увиделись впервые как раз под Сталинградом. Отец рассказал о тяжелых военных годах. Он был молодым парнишкой, взяли снайпером, попал в дивизию Гани Сафиуллина. Когда узнал, что они из одного района, очень обрадовался. Ляля Васильева рассказывает, ее отец Рагиб Халитов тоже участник Сталинградской битвы. О войне вспоминать не любил. Сначала попал в Ивановскую область кавалерийский полк. Они сражались под Сталинградом. Потом несколько группу собрали парней и выучили их на радистов. Он служил там радистом. Получил ранение. Однажды в штаб, когда относил радиограмму. На родине героев сегодня возложили цветы к монументу Гани Сафиуллина. В Казани его именем названа улица в Приволжском районе. Татарстанский кадетский корпус ПФО в Нижнекамске также носит имя героя. Мемориальная доска в доме, в котором он жил в Казани, появится в эту субботу. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Арский район. И сегодня в селе Прости Нижнекамского района появилась мемориальная доска в память о Никите Кайманове. Герой Советского Союза, пограничник, уроженец этого села, человек с невероятной судьбой. В июне 41-го отряд под командованием старшего лейтенанта Кайманова попал в окружение на карельской границе. 19 суток бойцы отражали атаки противника и смогли прорвать кольцо. Он прошел всю войну и долгие годы служил родине. Мемориальная доска появилась на стене школы, которая теперь будет носить имя героя. Здесь же находится музей-мемориал Великой Отечественной войны, где хранятся личные вещи Никиты Кайманова. У него вся жизнь как подвиг, и он отличился. И чтобы служить в 1943 году на охране Тегеранской конференции, это надо быть человеком с очень чистой анкетой и с очень замечательным, очень хорошим послужным списком, потому что туда берут не все. К другим новостям. Вместо 100 рублей за автобус 1000 за такси. Теперь жителям Пестричинского района приходится переплачивать, чтобы добраться в райцентр, до больниц, магазинов и аптек. Непредвиденные расходы появились, когда перестали ходить межпоселковые маршрутки. Изолированными остались жители порядка 30 деревень. Ситуацией заинтересовался Следственный комитет. Рамиль Галиуллин с подробностями. Пестричинский район, поселок Шали. Пустые остановки и ни одного автобуса на виду. Дело в том, что с начала года в районе перестали курсировать межпоселковые маршрутки. По словам местных жителей, автобусы пользовались большим спросом. С тех пор, как закрыли маршрут, добираться до райцентра сельчанам приходится самостоятельно. Автобусы не ездят, теперь вынуждены добираться своим ходом на попутках. Неудобно, конечно. Не у всех машина. Теперь, чтобы куда-то выехать, селяне тратят большие деньги на частных извозчиков. Кому в больницу надо, кому в Пестрицы надо съездить. Не на чем. Кто такси нанимает уж потом, если очень надо вызывать из Пестрицов. Кто как уж. Кто договаривается с местными водителями. Раньше доезжали на автобусе за 100 рублей. Были очень довольны. Такси стоит больше 1000. Сейчас не знаем, что делать. Как отметили в исполкоме, перестали курсировать автобусы по 3 маршрутам. Пестрицы-Янцевары, Пестрицы-Ковали, Пестрицы-Шали. Ими пользовались жители порядка 30 деревень. Они были запущены в 2019 году благодаря республиканской программе субсидирования. В администрации подчеркнули, обслуживание закончилось из-за проблем с финансированием. На сегодняшний день лимиты финансирования до районов Республики Татарстан, в том числе до Пестричинского района, не доведены от Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Распоряжение
решений Кабинета министров о выделении денежных средств районам в виде субсидий для возмещения расходов перевозчикам в район не поступало. Из-за того, что нет финансирования и нет понимания по сумме финансирования, районы не могут объявить аукцион и заключить муниципальный контракт. Мы обратились в Министерство транспорта и получили совсем другую картину. Здесь пояснили, на этот год субсидии на маршруты разработаны для 36 районов, в том числе и для Пестричинского. Как подчеркивают в ведомстве, чтобы получить субсидию, сначала нужно провести конкурс. Если бы были объявлены конкурсы, то, соответственно, вопросов бы к Пестричинскому району не было. В настоящее время конкурс до сих пор не объявлен, договор с перевозчиком не заключен, в связи с чем перевозки не осуществляются. В ряде муниципальных районов перевозки осуществляются на основании уже заключенных конкурсов. Конкурсы состоялись, договоры подписаны, и перевозчики осуществляют перевозки. Проблема вышла на федеральный уровень. Почему сельские жители остались без общественного транспорта, сейчас выясняет Следственный комитет. Его глава Александр Бастрыкин попросил доложить о ходе проверки Валерия Липского, руководителя Татарстанского управления. По факту ненадлежащего обеспечения граждан транспортным сообщением Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Как отметили в Минтрансе, в лучшем случае автобусы смогут выйти на рейсы через месяц. Именно столько идут конкурсные процедуры. А до тех пор, чтобы добраться до Пестрецов, жители вынуждены проходить испытания временем и морозом. Мы будем следить за развитием этой истории. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Пестричинский район. Первый зам Абашев или главный врач Шавалиев. Эксперты реального времени говорят о возможных кандидатах на должность главы Минздрава и качествах, которые нужны, чтобы достойно продолжить работу предшественника. Читайте сегодня в интернет-газете. Рустам Минниханов сегодня в Москве принял участие в первом заседании Оргкомитета по подготовке и проведению Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казан-форум». Его провел вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Он назвал Казан-форум уникальной площадкой, которая укрепляет фундамент российско-исламского диалога. Решением Владимира Путина форум в Казани получил федеральный статус. Рустам Минниханов отметил, развитие взаимовыгодного сотрудничества России с исламским миром – один из приоритетов, определенных руководством страны. Форум – важная составляющая большой работы, которую проводит группа стратегического видения России «Исламский мир». Ее возглавляет Рустам Минниханов. Сейчас готовят деловую программу форума. Также хочу обратить внимание членов оргкомитета на специфические организационные моменты, такие как молитва перед началом пленарного заседания, жума намаз, обеспечение молельных комнат, ну и сохранение концепции халяль. У Республики Татарстан большой опыт работы с исламским миром. Все наши службы обеспечивают формат гостеприимства в соответствии с мусульманскими традициями. Мы видим поддержку со стороны исламских государств и глубокое понимание нашей позиции и открытость к конструктивному взаимодействию. Казань-форум по праву считается уникальной площадкой. Он призван сберечь и укрепить фундамент российско-исламского диалога. В Татарстане начались сессии районных и городских советов. Сегодня итоги прошлого года подвели в Нур-Лате и Аксубаево. Участие в заседаниях принял председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Он отметил, год был не самый простой, но разговор должен быть открытым. За год Аксубаево показала прирост в 7% по объему валового территориального продукта. Здесь появились новые социально значимые объекты столичного уровня. Какие они и что нужно, чтобы не останавливаться на достигнутом? Репортаж Рамиль Шайдольна. Гостей сегодня встречает Аксубаевская поликлиника. Зданию 40 лет. Недавно здесь завершился капремонт. Теперь это современное учреждение столичного уровня. Как внешне здание выделяет современный фасад, так и внутренне. Теперь здесь есть рентген за 5 миллионов рублей, аппарат УЗИ за 2 миллиона. Откуда приехали? На самом современном оборудовании работает диагноз Сергей Цыганов. 4 года назад он переехал в Аксубаево из Чебоксар. И таких специалистов здесь несколько. Через неделю здесь ждут семью врачей из Казани. Привлекают в первую очередь подъемными. Это 800 тысяч рублей. Можно оформить соципотеку в новых домах. Да, все хорошо. Все проблемы.
Впечатлениями делятся и пациенты. Поликлинику не узнать. На ее модернизацию направили 30 миллионов рублей из федерального бюджета. Мебель и оборудование приобрела республика. Работы велись в рамках национального проекта здравоохранения. Такое старое здание было, старые двери деревянные. Коммуникации тоже меняли, да? Коммуникации поменяли. Все, значит, отопительную систему, водоотведение, водообеспечение. Это все, это трубы поменяли. Мы здесь сделали таким образом еще вот тот конец. Сделали всех врачей на общей практике, собрали в одно место. Там же профкабинет, там, который диспансер проводит. И там же забор крови, чтобы люди не ходили, не искали лаборатории. Так вот организовали. Очень удобно для больных. Особенность проекта: медики сами представили свое видение идеальной поликлиники. Их учли и, приведя в соответствие с нормами Санпина, создали учреждение, удобное и для врачей, и для пациентов. И, наверное, организация рабочего пространства – это один из главных вопросов, который удалось решить с помощью капремонта. Стало намного свободнее, а главное, процесс прошел намного быстрее. Так, стоит человек обратиться в регистратуру, как ему сразу же принесут карточку из находящейся рядом же картотеки. А здесь и врач, к которому он с ней пойдет на прием. Регистратура все рядом. Гардеробная, все очень удобно, аптека рядом есть. То есть и в очередях, получается, так не надо долго сидеть? Да нет, вот я заняла очередь, ребенок пошел кровь сдавать, сейчас придет, сюда пройдем, спокойно все. Что-то меняется до неузнаваемости, а что-то остается традиционным. В районном ДК гостей встречают народными песнями. Сегодня здесь подводят итоги социально-экономического развития района за год и ставят планы на 2023. Так, среднемесячная начисленная зарплата составила 37 376 рублей с темпом роста на 116%. По словам руководства района, за год выросли и зарплаты, и инвестиции в основной капитал. За 9 месяцев прошлого года вложили 3,5 миллиардов рублей. Не подвело и сельское хозяйство. Аксубаевцы получили рекордный урожай зерновых по 40 центнеров с гектара и масличных по 29 центнеров. Но остается и ряд нерешенных проблем. 2023 год будет достаточно сложным. Учитывая непростую политическую обстановку, нам предстоит принять все меры по недопущению ухудшения социально-экономического положения. Есть много нерешенных вопросов и проблем. Основные из них – отсутствие дорог с твердым покрытием населенных пунктов Новомокшины, Ахматка, Малушин-Чилеева. Поправить старые Киязны и Старую Зееву. По словам Фарида Мухаммедшина, аксубаевцам удается удерживать темпы роста. Уровень безработицы ниже среднереспубликанской. Объем внутреннего территориального продукта вырос на 7%. Индекс промышленного производства поднялся на 24-е место среди районов республики. Вывод, который главный мы делаем, чтобы вместе с республикой сделали все возможное в этот непростой, ушедший в историю 22 год, для того, чтобы реализовать свои сверстанные планы. Не хочу выглядеть таким добреньким перед вами, сказать, что у вас все в ажуре, все хорошо, у вас не осталось проблем, над которыми надо работать, у вас их, может быть, даже меньше не стало. Однако нацеленность, плановость подхода к этим задачам здесь очевидна. Как заметил Фарид Мухаммедшин, чтобы и дальше добиваться роста, району необходимо находить внутренние резервы, поддерживать сельчан, а в ближайшее время исследовать район на наличие бесхозных земель. Проблема актуальная. Внушительные площади неиспользованной земли есть по всей республике. Рамиль Шайдуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Аксубаевский район. Во второй половине дня Фарид Мухаммедшин посетил Нурлатский район. В первой городской школе ему презентовали федеральный проект «Точка роста». Здесь дети углубленно изучают естественные науки. Здание построили 60 лет назад, в прошлом году капитально отремонтировали. Итоги развития района обсудили на сессии. Воловой территориальный продукт составил более 88 миллиардов рублей. Львиную долю занимает нефтянка. У агрокомплексов растет поголовье КРС. Последние 40 лет самая острая проблема для нурлатцев – отсутствие качественной питьевой воды. К ноябрю должны завершить строительство системы водоснабжения. На средства самообложения в районе благоустраивают родники. Установили 10 водонапорных башен. По программе «Наш двор» привели в порядок 24 двора. По словам Фарида Мухаммедшина, по социально-экономическим показателям Нурлатский район занимает 23-ю строчку в республиканском рейтинге. Это на 7 позиций выше, чем в прошлом году. Глава парламента попросил обратить внимание на эффективность использования сельхозугодий. Также на фоне снижения поголовья КРС у населения Фарид Мухаммедшин рекомендовал активно использовать грантовые программы. В Нурлате
люди профессионально подготовленные, понимают эти задачи, понимают трудности наступившего 23 года. И я уверен, что вот такие встречи, такие итоговые заседания нацеливают людей на дальнейшее укрепление экономики, базы своей родины, своей территории. И у нас успехи должны быть не хуже, чем в ушедшем в историю 22 году. Казанский «Акбарс» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. Выйти в лидеры казанцам удалось после победы над «Борисом». Накануне они обыграли казахстанский клуб со счетом 2-1. Сейчас у «Акбарса» 75 очков, столько же и у новосибирской «Сибири». Стать первыми казанскому клубу позволило большее количество побед в овертаймах. Отметим, в конце декабря на пост главного тренера «Акбарса» вернулся опытный Зинатулла Белелетдинов. Тогда «Акбарс» занимал лишь 7-е место в турнирной таблице. Под руководством Белелетдинова казанцы сыграли 15 матчей, 12 из них победные. Следующая битва для «Акбарса» состоится уже завтра. В гостях они встретятся с петербургским СКА, лидерами западной конференции. Завтра в Казани откроются всероссийские соревнования по хоккею с шайбой на Кубок дружбы «Дуслык». Это уникальный межконфессиональный турнир, не имеющий мировых аналогов. Инициатива проведения принадлежит Казанской епархии и Духовному управлению мусульман. Участвуют 260 спортсменов из Казани, Санкт-Петербурга, Кузнецка, Салавата и других городов России. Сегодня в рамках турнира прошел выставочный матч. Его приурочили к столетию «Динамо». Встретились хоккейные команды МВД и сборная духовенства. Игра прошла во Дворце спорта в Высокой горе. Завтра в Казани торжественная церемония открытия Кубка с участием президента. И завтра же женская сборная республики встретится с командой Раивского училища, а игроки ночной хоккейной лиги проведут матч на открытом воздухе «Студеный лед». Игра интересная на самом деле, да, то есть если там сильные игроки, здесь сильные игроки, то есть интересно смотреть. Игра отличная, все тащут. Кого болеешь? За «Динамо». Замечательный турнир. Слава богу, что такое проводится. Это нас всех объединяет и сплочает. Каждый год охота, чтобы такие же турниры проводили, чтобы также сплоченность была между командами и развитие хоккея в Татарстане. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте, Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. Далее рубрика «Смыслы» с Тимуром Бекмурзиным и прогноз погоды с Дианой Асгар. До встречи. Здравствуйте, с вами Тимур Бекмурзин. Это рубрика «Смыслы» на ТНВ. Я уже как-то говорил, тот факт, что мы давно сбились со счета, какой пакет санкций Запад ввел против России, хороший признак. Мы перестали за этим следить, нам это неинтересно. А главное, мы перестали бояться этих санкций. Оттого и истерика у наших оппонентов. Во-первых, объективно у западных элит становится все меньше инструментов давления на нашу страну. Все эти самые разрушительные, пугающие меры, как были уверены на Западе, уже введены. Экономика России не просто не разорвана в клочья, она, напротив, демонстрирует пусть небольшой, но рост. Я-то считаю, что нас это ни в коем случае не должно успокаивать. Скорее наоборот, прогноз МВФ по росту российской экономики на уровне 0,3% в 2023 году мы просто обязаны превзойти. Это никак не соответствует ни нашим возможностям, ни нашим амбициям. Мне возразят, в этой ситуации лучше оставаться сдержанным оптимистом, ведь есть еще и такое понятие, как отложенный эффект санкций. О нем бесконечно твердят наши противники, злопыхатели, в том числе экономисты, эксперты, которые заверяют, что Россия ничего не сможет поделать со своей технологической отсталостью, а Китай и Индия нас не спасут, опасаясь вторичных санкций США. Почему они в этом так уверены? Если мы говорим про западных экспертов, многие из них просто не имеют реалистичного, объективного представления о России, ее людях, регионах, таких как Татарстан. Если мы говорим про отдельных российских экспертов с прозападной позицией, легко можно узнать, что сформировались они как экономисты в конце 90-х, во многом на западные гранты, и сейчас вполне возможно отрабатывают определенный заказ. Это же они нам и рассказывали когда-то, что России главное умело вписаться в мировую экосистему, в которой с нас сырье, нефть, газ, металлы, лес, с Запада технологии и прочие товары. Не надо быть великим экономистом, чтобы понимать, что такая торговля для России была невыгодна с самого начала, в чем-то даже губительна. В учебниках по экономике это называется неэквивалентным товарным обменом.
Будем справедливы, такая схема и модель экономики устраивала часть элиты внутри страны. Нам же внушали, что это нормально. Говорили про глобализацию, интеграцию, прочие процессы, якобы носящие объективный характер. Сейчас нам надо понять, реальность изменилась и изменилась навсегда. В этой реальности у нас гораздо больше, я считаю, преимуществ по сравнению с Западом за счет того, что мы самодостаточная страна по ресурсам, лесу, запасам питьевой воды, нефти и газу, энергетики. Что касается нашей технологической отсталости, она объективно существует, но я предлагаю рассматривать ее не как непреодолимые препятствия, а как вызов, который мы обязательно пройдем, получив новый опыт, знания и компетенции. Это была рубрика «Смыслы» на ТНВ. Народ, я, тут типа в 93-м. Не терпю здесь делать, С Рождеством. Сколько я вам должен за проезд? В бухгалтерии посчитаю. Фильм «Быть» во всех кинотеатрах с 9 февраля. Здравствуйте! Обширный североатлантический циклон формирует погоду в нашей республике, и температура в предстоящие сутки станет выше. По данным сервиса Яндекс.Погода, в пятницу в Бугульме, Бавлах, Азнакаево облачность сохранится. Местами пройдет снег. Ночью -9, днем около 7 мороза. Снежная погода днем нас ожидает в Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге и -5 градусов мороза, ночью -7. Аналогичная картина в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Ночью чуть похолодает до 8 градусов мороза. В Арске, Кукмаре, Балтаси облачная погода сохраняется. Ночью и днем нас порадует снег, и отметка на термометре опустится до 9 градусов ниже 0. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске аналогичная снежная погода. Ночью и днем от 3 до 9 градусов со знаком минус. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачно. Днем небольшой снег и -4 градуса мороза. Ночью температура воздуха понизится до -7. Погода в феврале на территории Татарстана будет в пределах климатической нормы. Температурных аномалий и больших снегопадов не ожидается. В столице нашей республики сохраняется облачная снежная погода. Ночью около 8 градусов мороза, а днем до -5. Ветер северного направления, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 91%. Магнитное поле Земли спокойное. Но перемена погоды может стать причиной недомогания у метеозависимых людей. На дорогах скользко. В календаре неофициальных праздников 3 февраля отмечено как день «Подарите детям улыбку». Улыбайтесь чаще, и пусть на душе будет радость. В студии была Диана Асгар. До скорых встреч!